меня зовут Дэвид Савельев, я журналист-фрилансер. Я приехал сюда на гранте от National Geographic Society, чтобы показать жизнь оленеводов, коренных малочисленных народов в Якутии и в России в целом. Меня зовут Нарьяна Романова, я занимаюсь туризмом, я переводчик, преподаватель английского языка. Я организую разнообразные путешествия по Якутии. И да, это может быть самая дикая хичхайк по трассе Колыма, какая-то жизнь с оленеводами в Южной Якутии. Все что угодно, в принципе. Да, ну, собственно, я как фрилансер, я пишу и еще и фотожурналист, да, то есть я делаю практически все, еще иногда снимаю видео. Я предпочитаю работать в таких экстремальных, необычных условиях. Я работал на различных протестах, я сейчас работаю здесь, то есть достаточно далеко от урбанизированной местности, так скажем. И моя задача конкретно здесь заключается в том, чтобы фотографировать все, что движется. Вот у меня тут камера. Вот этой вот камерой все фотографировать. И, соответственно, проводить с людьми какие-то интервью. И потом писать тексты по этой части. Ну и первые впечатления, ну вообще вот твои. Ну вообще классно. Я бы сказал, мне здесь, в принципе, очень понравилось. Разумеется, здесь это не город, где у тебя есть там доступ к свежему к душу постоянно или там к холодильнику с кучей продуктов с любого конца планеты. Но здесь ты ощущаешь себя очень близко к природе, очень близко к людям, которые буквально за несколько дней ты становишься практически как членом семьи, вот все едим из одного котелка, чувствуется вот это вот ощущение сплоченности, братства. И природа, в принципе, такое вот присутствие на природе, оно делает людей проще, что ли, но в хорошем смысле проще, то есть более то, что называется заземленными, опять же, в хорошем смысле, более привязанными к земле. И это очень интересно, это очень необычно. Я не знаю, смог бы я так жить, там, условно говоря, несколько лет, потому что я там, ну, во-первых, у меня там и учеба и прочее, я все-таки человек более городской, но, в принципе, мне здесь понравилось. Как же твои планы переехать сюда, жениться на местной девушке? Да, точно. Переименоваться в... Давыд Ботур. Не в Дэвида, а в Давыд. Давыд Ботур, да. Меня приглашали стать полноценным эвенком, провести обряд посвящения, и я бы тут отрастил бы длинные седые волосы, ездил бы на лосе, как президент Теодор Рузвельт. Да. Но, к сожалению, мне сначала надо доделать хотя бы магистерскую. Да, ну здесь такая, да, суровая жизнь. И я вижу, что люди не говорят вообще лишних слов. И когда ты видишь обычную такую обычную современную городскую семью, говорится много теплых слов, потому что, впрочем-то, ты только так показываешь свою любовь, а здесь забота и любовь проявляется когда мужчина уезжает на охоту, чтобы ты ел свежее мясо, да, топить печь, делать так, чтобы у тебя было все, привозить что-то с города, ходить по ягоды, добывать рыбу, мясо и вообще заниматься всем таким сильным и мощным жизнеобеспечением, которое здесь есть. Да, ну, тяжелая жизнь. Но я думаю, если вдруг придется, допустим, будет интересный проект, пожить с людьми и написать о них или снять о них что-нибудь, фильм. Думаю, да, у меня в принципе получится, потому что я не увидела никаких негативных моментов здесь. Вливаться в
в жизнь местных, вливаться в эту работу, в жизнь, в эту готовку, в их ежедневный быт. Ну, думаю, это не так плохо. Да. Я согласен, если да, для каких-то, особенно для проектов, я бы с удовольствием провел бы здесь еще больше времени, если делал бы более полномасштабный проект с более таким погружением в персонажей, да, без проблем. Да, и причем очень важно, чтобы подобные проекты, они не были моими личными целями, чтобы мое имя звучало громко, а для того, чтобы вот какой-либо проект помог этим людям как-то в будущем. Может быть, побольше туризма, может быть, государство заметит больше их субсидий. проблемы. Может быть, другие страны заметят их проблемы и появится какой-то... Взаимодействие на интернациональном уровне, туризм. Не только. Если проблемы озвучатся, да, появится какой-то вот общественный резонанс. Угу. Ну, это, по сути, то, что делаешь ты. То есть, вообще идея использования современных технологий, ну, там, камер, интернета и так далее, современных инфраструктур, вроде всевозможных изданий, для того, чтобы проинформировать мировое, так сказать, сообщество, ну, на уровне России и вообще на уровне мира, о том, что вот здесь есть такая община, которая живет очень-очень-очень далеко от всевозможной урбанизации, которая каждый день занимается тяжелейшим, в принципе, трудом, ну, для городского жителя тяжелейшим, да, и как-то выживает, несмотря на то, что, по сути, нам же говорили, что сейчас оленеводство во многом это не рентабельно, то есть во многом это делается для сохранения, это не просто люди хотят оленей выращивать, вот им нравится оленей выращивать, они это же делают еще и в том числе для сохранения собственной идентичности. И показать это все, вот, донести месседж об этой общине людям в остальном мире, мне кажется, это очень важно и очень полезно. Потому что, да, как Нарьяна сказала, это может обеспечить туризм, там, то все полезные вещи. Да, но видно, что основная проблема все-таки является вот в каком-то взаимодействии с государством, и то, что настолько тяжелая работа, плюс сохранение самой идентичности, оно оплачивается вот в вот эту вот среднюю прожиточный минимум в России, что естественно этого недостаточно. И ну и да, может быть, я скажу лишнее, вот, но когда ты видишь, что людям бесплатно выдается земля на добычу различного, да, драгоценного металла, нефти, газа, драгоценных камней и так далее. Земля выдается бесплатно, но взамен оплачивается какой-то официальный налог, официальные цифры, хотя все понимают, что цифры неофициальные, и только из-за того, что компания говорит: мы приедем сюда снова, поэтому мы не будем здесь ничего выравнивать, пусть остается карьер, пусть все-таки будет. Мы приедем, мы приедем, мы обещаем, но нет все-таки большого взаимодействия. Они бы могли помогать больше местным овенкам. Это необходимо, поскольку земля изначально принадлежала овенкам, северным малочисленным народам, и они вольны жить где угодно, где есть пища для оленей, где все-таки, да, можно заниматься оленеводством, и видя масштабы переработанных мест, сложно представить,
что будет через 10 лет, что будет через 20 лет, а будет ли уже смысл заниматься оленеводством, потому что все будет перерыто, и природа настолько сильно загниет, что не будет расти мох, ягель. И у новых поколений семей оленеводов и вянков уже не будет смысла заниматься и продолжать делать своей семьи. Грустно. Ну, конечно, сложно так анализировать и сказать точно, что будет, никому не известно, но можно примерно прогнозировать, я считаю, взрослому человеку. Нет, я согласен с этим анализом. Я бы еще подчеркнул, что когда вот Нараяна говорит, что венки изначально земля принадлежала им, и поэтому они имеют право здесь находиться, пасти оленей, разводить оленей, и эти старатели, они здесь как бы гости. Это как бы во многом моральный аргумент, да, что земля изначально принадлежала им, потом пришла там Российская империя, потом Советский Союз, все это проконтролировало. Но в этом аргументе есть еще одно измерение, да. Это не то, что земля изначально принадлежала им, и их с нее согнали, да, и сейчас она как-то используется, а то, что эта земля сейчас активно в настоящий момент используется ими. То есть вот это вот продолжение, экспансия, постоянная экспансия различной недrodобычи, она же имеет активный негативный эффект на то, чтобы у оленей были пастбища, у оленей было что поесть и так далее. То есть это земля, которая используется сейчас, и земля, которая принадлежит венкам сейчас, вот в настоящий момент. И это, мне кажется, очень важно подчеркнуть. Это не то, что, как там, я не знаю, у условных американских коренных жителей могут быть там претензии, что вот это вся Америка принадлежит нам, но мы, тем не менее, живем только в нескольких группах резерваций, да. В принципе, разумные моральные претензии, да, но здесь к этой претензии моральной, к ней еще чисто логистический, есть еще чисто логистический аспект, который заключается в том, что люди здесь живут и работают именно сейчас. Ухаживать за оленями тоже нужен многолетний опыт, который необходимо передавать своим детям, что делается и здесь. И несколько видов болезней, которые олень может получить. В принципе, это было всегда. Загнивание копыт, например, когда олени и панты мокнут в дождь, когда стоит сильная влага, мухи садятся, откладывают свои личинки, можно увидеть, как мучается олень. И со стороны, конечно, я видела страшные видео у каких-то европейцев, мол, ради продажи вот заживо начинают пилить рога оленя, но нет, все это делается для того, чтобы сохранить жизнь оленю, потому что черви добираются до мозга, это очень негуманная смерть. Олень без людей практически не может существовать, вот именно домашние олени, маленькие эти, они не могут в принципе существовать без людей, насколько я понимаю. Ну и да, и те же самые дикие олени, у них не без этих болезней, но они выживают сами. Заболел, умер. Но вот и мы видим, что вот такой серьезный цикл жизни с оленями у местных венков, такая сильная забота, и мы видим даже вот им дают имена, знают практически каждого в лицо. Да. Такая сильная забота, Честное существование. Любовь. И плюс, если олень идет в употребление, использование каждой части тела в что-то полезное. Шкура для одежды, каждый орган, мясо, все используется в пищу. Абсолютно все используется в пищу. И
Это да, да, это такая большая благодарность а, оленю, который был с северными народами очень-очень долго. И да, довольно давно они сосуществуют вместе. Про что? Про молоко. Это классная вещь. Очень. Я вообще молоко отбираю всегда по жирности. Я когда иду в магазин, вот там написано молоко там 3% жира и так далее, и так далее. И люди обычно это используют, чтобы взять наименее жирное молоко, а я иду от обратно, я беру самое жирное, которое я найду. Поэтому оленье молоко, в котором жира вот прям... Как в сметане? Да. Мне это вот так вот. Отлично. Да, Обожаю. а я человек, который очень давно питается безлактозным молоком. Я живу на кокосовом и овсяном молоке. Но здесь, да, здесь я все-таки решила попробовать, потому что, ну, не каждый день тебе удается увидеть, как идет дойка олених, как из молока делаются взбитые сливки, еще и таким традиционным способом. Прекрасно. Да. Свежие оладушки, взбитые сливки, это просто божественно. Варенье из голубики. Я бы сказал, что напоминает обычные сливки, но тяжелее. И я не знаю, может просто потому, что сахара не так много добавляется, но они немножко посолоноватее для меня. Вот они Так какие-то... сахара не было? Не было. Ну так все, тогда все понятно. Вот. Они такие, по-моему, добавляют сахар немного. Нет. Нет? Не было. Мне казалось, я видел, как там сахар немножко кидали. Точно видел. Во всяком случае, первый батч. Вот сегодня, мне кажется, не добавляли. Ну, в общем, не суть. Вот они немножечко солоноватые. И такие потяжелее обычных сливок. То есть ты прям ложку ешь и такой, о, я наелся. Вот, очень питательная штука. Да, но все равно не похоже на коровье. Ну, во-первых, коровье молоко, процентов сколько? 3-4. Оленье молоко, это уже все 20-25% жирности, что уже является сливками, сметанкой. Жир. И да, и ты их сразу взбиваешь. Да, ну по вкусу практически не отличается, но, например, коровье молоко натуральное, оно пахнет коровой сильно. Оленье абсолютно ничем не пахнет, наверное, это зависит от питания, от ягеля, например, от образа жизни оленя. Олень сам по себе такое чистое животное. И думаю, все-таки одно дело выращивать корову на ферме, и совсем другое дело, когда олень здесь, на этих просторах, гуляет, пасет себя. Ну, сейчас вопрос про героев местных. Что можете сказать про Елисея? Ну, настоящий продюсер растет. Вот он то за камеру, то за задницу ухватится. Будет у мальчика большое будущее. Да, хороший парень. Мне это очень, очень приятно видеть, что ребенок, во-первых, живет в таком вот замечательном мире, который полностью открыт, где огромные вот эти пространства, где постоянное общение с животными, постоянное общение с большим количеством людей, это очень круто. И то, что при этом у него абсолютно нету какого-то чувства страха, что ему хочется все потрогать, со всеми как-то пообщаться, в каких-то повседневных вообще, на повседневном уровне это может вызывать там раздражение, когда он там хватается за камеру или еще за что-то, ему приходится говорить нельзя. Но в принципе это очень позитивно, что он так растет, и что вот у него есть возможность познавать для себя мир в его наиболее, так сказать, широком, полном спектре. Ты ведь говорил, ты сам даже похож был на него. Ну вот, когда я был маленький, да, я тоже очень любил все ухватить, потискать, потрогать, и это, да, это очень приятно на самом деле видеть такого ребенка, который вот настолько открыт и настолько готов познавать мир. Это очень приятно.
Но мне изначально было тяжело общаться с Елисеем, потому что все дети в моей семье и я в качестве ребенка была очень тихим человеком, и любой шум пресекался очень мощно. И когда ты растешь с довольно строгими родителями, бабушками, дедушками, ты не позволяешь себе роскошь, как бегать дома даже. И да. Это да. Изначально, да. Вот, когда ты видишь гиперактивного ребенка, который пытается отобрать у тебя камеру, естественно, это раздражает, но когда ты видишь его каждый день, видишь его любопытство и детскую радость, игривость. И, в принципе, да, вот ты понимаешь, вот когда надо сделать так, чтобы он тебе не мешал, что для ребенка важно? Для ребенка важна твоя реакция. Когда ты не обращаешь внимания, он просто уйдет. А когда ты начинаешь его вот так вот, он тебя толкнет, ты его толкаешь, тогда он будет продолжать. Его это будет только забавлять, наверное, больше подкидывать дров Разодоривать. Да, только разодоривать. Да. Нет, он, конечно, он растет в таком месте. Так много людей. Думаю, это будет очень открытый человек. Например, моя семья, многие из моих друзей, мы боимся говорить открыто, и мы боимся выступать на людях. Всегда думая, что, ой, что-то люди скажут не так. Я думаю, Елисей будет человеком, которому всегда будет по барабану, что люди считают. Он будет говорить, что думает, и таким и надо быть. Да. Потому что сейчас мне тяжело, у меня есть большой барьер, я боюсь публичных выступлений. А когда ты растешь, вот у тебя человек 20-30 живет вместе с тобой, 400 оленей, 8 собак, 2 кошки. И, замечательное детство. Детство такое. И кто знает, каким он будет в будущем. Продюсер. Но если у ребенка есть такое здоровое любопытство, это здорово. Что вы думаете про Свету? Света. Есть такое понятие girl boss в Америке. Это как перевести girl boss на русский язык? Девушка-босс. Девушка-босс. Вот, по-русски есть выражение, оно грубоватое, не совсем подходит, но вот это как бойбаба, но очень такое в положительном, в крайне положительном смысле. Да, girl boss. Бойбаба, которая не даст себя в обиду. Да. Это раз. Которая показывает, знаете, когда девушки говорят, вот моя шуба, вот моя шапка из соболя. Да. Это муж купил. Да, это муж купил в греческом магазине. А Светлана совсем не такая. Светлана говорит, вот моя шапка из соболя. Сама добыла. Убила вон там. Обработала шкуру сама и связала себе вот прекрасную соболиную шапку. Вот унты, вот шуба. И ты видишь, такая вот вроде бы стоит, оладушки печет. Затем раз, ты видишь, у нее ружье за спиной. Нож, да. Нож вот так вот на ремне болтается. И тяжести какие-то поднимает легко. Потрясающе собранный, очень функциональный и очень смелый и добрый человек, которому очень легко быть лидером и очень легко существовать в социуме, в группе. И вот то, что называется прирожденный лидер. И при этом вот, как бы это сказать, идеально адаптирующаяся к environment, к окружающей среде. То есть она знает, если там она останется в лесу одна, она не потеряется, она там может, вот как Яна сказала, там найти и добыть
все что угодно приготовить. То есть вот такой человек, как швейцарский военный нож со всеми возможными функциями. И это очень круто, это очень вдохновляюще. Мне особенно понравилась история, когда она предложила тебя перенести через ручей. Да, Да. когда мы пошли по ягоды на их зимник, Мгм. мы сейчас находимся в Летнике, где они живут в летнее время, и вот есть зимник. И шли мы в сторону зимника, и по дороге нам встретился ручей. И Выпрыгнул неожиданно. да, Света начала проходить просто в кроссовках через воду, и думаю, как же так? И она говорит, она смотрит на мое изумленное лицо, испуганное, она говорит, хочешь понесу? Я думаю, нет, если ты пойдешь, я тоже пойду. Причем она на год младше. Она на год младше меня. И абсолютно взрослый и такой зрелый человек, очень зрелый человек. Какой? Зрелый. Зрелый. Mature. Мгм. И да, я вот пошла за ней, затем у меня замерзли ноги, затем я сняла ботинки, затем я ныла, что я думала, я сейчас заболею. А девчонки ходят, это не только Света, и это дети Алика, которые просто молча прошли, искупались в одежде и просто ходили в мокрой одежде, им было нормально, они даже не задумывались, что можно заболеть. А я вот, нет, надо переодеться, надо мокрое снять, у меня вот болячка будет, заболею. И огромная все-таки разница между людьми, которые здесь, потому что люди проще ко всему относятся, намного проще. Это я вот хожу, обо всем беспокоюсь, я поцарапаюсь, так мне надо все обработать, зашить. А комарик укусит, тоже надо обработать это место. А тут, потому что это, думаю, часто случается в жизни. Допустим, за лето тебе приходится переходить через реку регулярно. И если ты будешь каждый раз задумываться, ой, надо вот сменку взять, это взять, ты столько времени потратишь на все. И если ты будешь зря беспокоиться, я заболею, тяжело будет жить, если беспокоиться о каждой мелочи. Не, Света классная. Нет, про нее можно очень много говорить. Да. Света абсолютно потрясающий человек. Вот, гвозди бы делал из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Да. Такая у человека безвозмездное желание помочь человеку. Мгм. Вот, сначала меня поселили в палатку, Света говорит, нет, как же ты будешь жить, ветром продует тебя, давай в дом, давай к нам внутрь, к девочкам. И да, она вот начала меня собирать, говорит, хочешь постельное, я тебе постелю? Я говорю, нет, не надо, спасибо. И вот, да, такая сильная забота у человека. Таки да, люди здесь очень заботливые. Я думаю, суровые условия, они как раз-таки создают вот эту сильную заботу друг о друге, особенно Connection. особенно в зимнее время. Да, не дай бог, человек замерзнет, останется один. Надо помогать. И несмотря на то, что здесь не все родственники, они очень заботятся друг о друге. Мы им не близкие люди, но они заботятся о нас как о своих. Сейчас вопрос будет о Алике. Он производит впечатление такого старого генерала, что ли, вот такой вот настоящий воин, настоящий боец. Причем, как бы я его не видел никогда, вот как он ходит по тайге, да, я думал, человек все-таки уже там не молод, ему хочется отдохнуть и все дела.
когда я увидел, как он как молнией ходит по тайге, по этим камням, и у него там наперевес... Как рысь. Да, как рысь, наперевес у него там автомат. Это, конечно, потрясающее совершенно зрелище, очень крутой. Такой настоящий мужик, вот он вот герой, как герои этого Фенимана Купера или там, или Серджио Леоне, вот это что-то из этого, из этого порядка, человек, который вот плоть от плоти природы и такой настоящий воин, такой вот хищник, да. Да, для меня это вот такой человек, тоже бесконечно заботливый. Со стороны может показаться, что он довольно жесткий, но вот если посмотреть вот сквозь, ты понимаешь, что это очень добрый человек, и, естественно, живя в таких сложных условиях, у тебя речь будет жесткой. Вот. Бону даже говорил, не обращайте внимания, они довольно жестко разговаривают, но это не значит, что они имеют в виду тебя оскорбить или что-то. Но ты видишь, здесь тяжело, и да, вот эта вот жесткость, она все-таки не нужно это принимать лично, и дети это понимают, когда общаются друг с другом. И ты все-таки видишь, что любовь и забота здесь, она не проявляется вербально, она все-таки такая невербальная. Через действия. Через какие-то действия, да, вот тебе чаек, вот тебе еда, вот, не знаю, дикий олень, лось, вот. Олень. Но это ведь здорово, что человек действительно, он показывает делом свою заботу, а не какими-то словами, письмами, песнями, как бывает иногда. Потому что у меня есть друзья, которые общаются с родителями исключительно где-то вот через переписки, и это тяжело. Конечно, им бы хотелось вот такого близкого контакта, может быть, даже не самого многословного, но вот потому что вот какой-то вот подобный физический контакт, делать что-то вместе, кушать вместе, готовить вместе, ходить куда-то вместе в походы на охоту, собирать ягоды, работать вместе, заниматься тяжелым трудом. Это да, это вот самый хороший контакт родителя с ребенком, вообще человека с человеком, нежели чем обычное устное общение. Ну, да. Не, вербализация тоже важна, конечно, но здесь ее с лихвой заменяются заменяют эти акты, действия. Да, и все равно вот, например, холодные условия, они все-таки играют свою роль, когда ты не тратишь время на болтовню. Да, вот вместо каких-то слов ты просто обнимешь человека или поможешь ему в чем-то. Да. Да, это вот все-таки здесь это такое важное проявление любви и заботы. Хорошо. Что скажете про Бону? Настоящий Ким Чен Ын. Я думаю, он на верном пути к становлению великим лидером. Как он мне и говорил. Значит, я думаю, да. Я думаю, он идет по правильному пути. Очень. Вот нужны такие люди, как Бону, потому что уже в 21 веке, ну и до этого, но особенно сейчас, вот эта община, она не может существовать в вакууме. И вот Света и Алек, они очень хороши в тайге, они очень хороши здесь, но для того, чтобы взаимодействовать с, я не знаю, как это, так сказать, с остальным миром, вот это для этого нужны такие люди, как Бону, который
так сказать, очень хорошо вписывается в оба мира. Он и там, и там, так сказать, прекрасно себя чувствует, как рыба в воде. Он налаживает этот туризм, понимает, как такой крепкий хозяйственник, да, хороший менеджер. И это очень важно, потому что, опять же, в вакууме эта община сейчас существовать не может. Нужны государственные субсидии, нужны запасы, так сказать, какая-нибудь там тушенка, макароны условные, да. Топливо, да. Невозможно существовать в отрыве от мира. И, ну, собственно, поэтому важно то, что вот ты, например, делаешь, да, так сказать, доносишь информацию о жизни этой общины и других подобных общин в открытое пространство, в интернет, да. И Бану в этом смысле занимается чем-то похожим. Он вот прокладывает эту инфраструктуру, которая необходима для того, чтобы вот эта община существовала не вне окружающего мира, а, так сказать, в нем являлась частью общей инфраструктуры. И это очень круто. Он большой молодец в этом смысле. Да, человек бесконечно харизматичный. Да. Мне кажется, такие люди могут найти контакт с любым человеком, способ общения с любым человеком. И это важно, будь это одинокий охотник в тайге, и будь это какой-нибудь министр. Я думаю, у Ивана с легкостью он сможет пообщаться с любым из этих людей, а также свести этих людей вместе. И да, мы как приехали, он тоже нас представил как своих. Вот, прошу любить его и жаловать, участвуйте, смотрите, делайте. Да. Ну, замечательный человек. Прекрасная речь у человека, все-таки у него большой историк, большой стаж преподавания, такая большая кладезь знаний у человека. Да, что все делает его прекрасным лидером при взаимодействии с государством, правительством и самими оленеводами. Да. Это очень важно, потому что вот лоббирование на региональном, на федеральном уровне, я думаю, необходимо для того, чтобы вот этот образ жизни, он оставался и не вымирал. А что думаете про Дмитрия? Дима. Я как посмотрю на Диму, он всегда вот балуется, как-то вот угорает с девчонками, с мальчишками. Я вижу, как он очень, кстати, крепкий физически. Очень крепкий, занимается всякого рода помощью, особенно с техникой, он, видимо, очень хорош. Да. Тоже необходимый человек в таких условиях. Да, очень ответственный. Очень спокойный, очень отзывчивый. Мне тоже легко ко всему относится, с юмором. Да. Но открытый. Нет, я близко с ним не общалась, вот как с остальными, потому что он на охоте, он на разъездах, человек очень ответственный, он нужен везде. Да, мы, к сожалению, не провели так много времени, чтобы составить полную картину, так сказать, о каждом члене общины, поэтому вот да, но то, что я взял небольшое интервью, короткое, у Дмитрия, и да, как бы очень действительно интересный, открытый человек, с которым приятно поговорить, приятно пообщаться. А что думаете про вчерашний поход? Мне очень понравилось. Это напомнило мне поход на трассе Колыма над рекой Восточная Хандыга. Но там все-таки путь был сложнее, и туда, и обратно. Это было вот в 10-кратном размере хуже там.
плюс на меня напали осы-убийцы, и нам встретился медведь. А здесь такой более лайтовый вариант. Ну да, я очень скучала по природе. И хоть некоторые удивляются, что городской ребенок так лазит по горам, но я думаю, каждый человек, он как-то вот у него разные интересы, способности. Даже когда ты растешь в одной и той же семье, люди могут быть абсолютно разные. Но какие виды, когда ты уже на горе или по пути на гору, и вот какое-то вот взаимодействие с каждым членом нашей тур-группы вчерашней. Экспедиция. Экспедиции. Да, вот какая-то взаимопомощь. Тебе большое спасибо, Алик. Помогал нам по пути, мне и Дэвиду. Ну да, особенно мне. Я бы там, наверное, вообще один остался, если бы вот не Алик. Нет, вообще, я как бы был, мне тоже очень понравилось. Я, конечно, был не совсем подготовлен, потому что я, хотя и лазал по горам, но вот именно по таким горам, которые, по сути, просто огромное количество больших острых камней, это было несколько напряжно, потому что у меня плохое зрение, я плохо воспринимаю пространство, и поэтому, когда я по этим камням, у меня уходит там минут на 10, больше времени, десятикратно больше времени, чтобы понять, вот если я встану на этот камень, насколько этот камень близко ко мне, то есть такие вещи, которые автоматически делают люди, мне их приходится продумывать, особенно учитывая то, что я с собой понес кучу аппаратуры, которую я не хотел разбить. Но в итоге я упал только один раз, так что я этим горжусь. И упал в самом начале, как раз когда я думал, ладно, пойду наравне со всеми, нормально будет. А так хорошо, очень, очень красивые виды, просто совершенно замечательно. Горные ручьи, да. Как бы, когда начался лес, ходить было абсолютно нормально, когда началась тайга. Хорошо, там тоже побегали, попрыгали, вот, спасибо опять же тебе, Алик. Так прям чуть ли не на перегонки неслись через тайгу, это было очень здорово. Мне прям... Ну и да. И в таких походах важно все-таки спешить, и несмотря на то, что летом день длинный, как только сядет солнце, будет очень сложно найти дорогу. Да, будет грустно. Повылазят nocturnal animals, и тогда уже нежить всякая, да. берегись, и если ты пойдешь по камням в темное время, это вообще ужас. Не, я бы вообще никуда не пошел. Я человек, который плохо видит в темное время. Мне необходимы тени. Солнечное время или даже в пасмурное, мне главное, чтобы было светло. В темное время я не вижу, как ты, в принципе, расстояний. Я не могу понять, вот эта ступенька ближе или у меня одна одинаковая дорога. Вот у меня такое днем тоже. Я шла очень быстро, но все-таки какие-то вот навыки, может быть, они у меня в крови. Отец очень любил горы. На каких-то на каком-то странном уровне я ощущаю себя очень уверенно. А в горах, кстати, лучше, чем в лесу. В лесу я сразу теряюсь. Мне лес нравится. Вот у меня, наверное, я как бы с детства ходил там по всяким лесам, и в лесу мне как-то прям приятно там. Солнце не сильно печет. Лес без комаров мне приятен, но... Если упадешь, мягенько. Ты высокий, тебе падать больно, наверное. Потому что мне падать не больно. Ну да, у меня еще и центр тяжести не там, где надо для нормального прохождения таких препятствий. Поэтому, да. Да, поэтому это не... Да, поэтому, ты видишь, здесь люди охотники, снайперы. Почему местных отправляли в снайпера? Я думаю, они вот, знаешь, как рыси.
могут ходить, искать, сидеть долго на разведке какой-то Мгм. и быть тихими, незамеченными. Ну и в принципе, да, почему здесь люди очень хорошие охотники, вот, даже без каких-то крутых технологий. Они очень круто выслеживают любую дичь. Ну, как бы всегда вот такой переломный момент, что как бы ты печку затопил, да, то есть если даже она затоплена, вечером где-то к 6 утра она все равно, в принципе, более-менее погаснет и будет холодно. Конечно, Вот. надо вставать каждые А, 4 часа. Ага, ну вот как бы, а я сплю, вот сразу просыпаю, все. Поэтому я обычно так где-то к 6 утра я так наполовину просыпаюсь, я такой, блин, холодно, и засыпаю снова. Как-то так. Но мне на самом деле нормально, я привык спать на холоде, я люблю спать на холоде. Поэтому, в принципе, спального мешка, и вот тут вот подо мной лежит теплое, большое теплое одеяло, которое мне выдали, за что огромное спасибо. Меня, в принципе, хватает. То есть нормально абсолютно. Я же один раз спал даже вообще с открытой палаткой, потому что я пришел ночью, и палатку там зашивали или проветривали, еще что-то. И я пришел, а я не заметил, что, по сути, там вот такие вот дыры, да, вот открытая Ну, ты подумал, палатка. темно и темно. Ну да, я как бы захожу, темно, ничего не видно, ложусь спать. И печка была затоплена, я ее еще и сам там подтопил, вот еще туда там подкидал, и что-то как-то... Что-то все равно прохладно, я так думаю. Ну, ладно, накроюсь и буду спать. А оказывается, там просто Дует был... еще немножко. Да. Комары откуда-то. Да. Вылазят. Это норм. Я так, это самая как собачка в этом меме с огнем. This is fine. Ну Да. вот да, у Светланы все-таки какая-то вот, думаю, какое-то сопереживание включилось. Ага. Вот, я думаю, она так посмотрела на меня, сказала мне, ей будет тяжело. Не, мне было абсолютно нормально, то есть люди волновались, я помню, в первый день мне человека 3 сказали, типа, Дэвид, ты в курсе, мы тебе тут дали теплое белье, вот это все, ты закутывайся, укутывайся, а то замерзнешь. Да, не мерзни, не заболей. А я говорю, да ну, нормально, все хорошо будет. Нет, люди очень трепетно относятся тоже ко мне. Алик отдельно подходил, он вообще в курсе, что у нас тут есть одеяло, дай ему. Ну вот да. Я как бы это все очень за это благодарен, конечно. Но мне было абсолютно нормально, я говорю, я привык спать на холоде, и я вообще люблю спать на холоде. Поэтому мне было... Типа, когда вот 6 утра прям такой вот морозец, некомфортно немножко, но я спокойно просыпаю через это без всяких затруднений. Ну, вообще хотел бы сказать огромное спасибо всем. Также хотел сказать спасибо, потому что мы их не упомянули в интервью. Это вот молодые ребята. Вот сам Самсон, например, очень классные ребята, у них большое будущее впереди. Огромное спасибо за то, что нас здесь встретили. Это было невероятно круто. И я лично для себя открыл очень много. И как бы и о себе, и вообще о жизни. Я очень многому научился, очень многое понял. И это было очень здорово. Отдельное спасибо тебе, Алик. Ты как бы очень много также мне рассказал, и вообще нам, в принципе, рассказал, и тоже многому нас научил, меня в частности. И я как бы очень рад, что есть такие люди, которые вот занимаются той работой, которой занимаешься ты, потому что это не легкая работа. Нелегкая работа, и это очень круто, что ты ее делаешь. Но вообще, да, кроме огромного спасибо, всем сказать особо нечего. Это было совершенно замечательно. Я надеюсь обязательно сюда когда-нибудь вернуться, хотя бы проездом, хоть как-то. Да, я очень надеюсь, что это начало каких-то вот хороших взаимоотношений. Да, взаимоотношений, хорошей дружбы. Да. Хотелось бы поддерживать контакт. И, может быть, однажды приехать, да, увидеть, как изменились детишки, Да. как изменились взрослые, как они продолжают жить, все ли у них хорошо. И, может быть, даже чем-то помогать, взаимодействовать, потому что
люди... Не у каждого есть возможность так приехать и пожить с людьми, и чтобы так тепло приняли Да. людей. Потому что все-таки, да, когда ты человек из абсолютно другого мира, в принципе, можно ожидать, что тебя не примут, но нам очень повезло с людьми, которые живут здесь. Да. Нас приняли очень тепло Мгм. и сразу же начали показывать свою заботу. Я да, очень очарована местными людьми, особенно Светой, Да, Бану, Света, звезда. Аликом, детишками. Дети, кстати, тоже, девчонки, мальчишки, они тоже вот по-своему проявляли свою заботу и интересовались многим, спрашивали разное. И каждый, кто здесь живет, он мне подходил и показывал свою жизнь в фотографиях. Смотри, это моя дочь, Мгм. это сын, мой кот, мой лис, мой волк. Такие интересные моменты, что ты видишь, что это настоящие уже человеческие такие отношения. Мгм. Человек хочет поделиться своим. Я тоже начала, вообще я не такой открытый человек, но я тоже начала открываться, делиться своим. И, ну да, и почему я вообще знаю английский, говорю по-английски, потому что я люблю путешествовать, не только посещать какие-то места и видеть эти места, фотографировать. Для меня самое главное это общение. И вот самое большое удовлетворение получаю именно от общения с человеком, от вот что-то узнать из его реальной жизни, узнать о его историях позитивных, негативных, разного рода опыта. И здесь мы тоже множество историй прослушали. Это вот для Мгм. меня это вот самое большое богатство, которое можно получить. И ладно, что я по ягоды не сходила, зато у меня Сходила один раз. зато и поела. Собрали целых 10 ягод. Так вот, и сразу все съели. И, ну да, самая большая радость, конечно, это вот то, что мы пообщались. У нас в кармане много историй теперь. Да. Ты будешь однажды рассказывать. Вот, мне однажды оленевод в Южной Якутии рассказывал. Придется сделать паузу, рассказать, что такое Южная Якутия, что такое олени, кто такие оленеводы. ничего Да. страшного. Да. Люди должны знать, Нет, разумеется. что есть такая огромная территория в 3 миллиона квадратных километров. Да, размером с Индию. Просто огромная территория, что это всего лишь штат, регион, Регион, республика. республика, Да. часть России. Хотя даже да. Очень многие центральной России не в курсе, что такое Якутия. Не Они знаешь, что думают, такое республика. это там вот Азербайджан, Киргизия, Якутия, это все одна степь. Но, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Если вы так думаете, то мне вас очень жаль. С вами что-то не так. Да. Ну, и бывают отклонения Да, разные. надо переосмыслить свою Да, жизнь. отклонения бывают разные, поэтому да. Переосмыслить свое образование, если ты не знаешь, что такое Якутия. Хочется, чтобы не сильно повлияло глобальное потепление на жизнь оленеводов. Все-таки ежегодно, каждодневно мы портим свою природу, люди. Ну, человек сам, по сути, да, своим существованием он влияет на природу каким-то образом, а это сильно отражается на жизни у людей с традиционным укладом. Теми, кто занимается оленеводством, может быть, растет меньше ягеля, и мы видим, как много здесь промышленности. И надеюсь, не так активно будет расти эта промышленность, не так много территорий будут обрабатываться, а оленеводам в свое время будет оказана
поддержка и помощь. И лично что пожелать? Лично хочется пожелать, я не знаю, вот Света, Алик, у них и так все здорово, мне кажется. Для людей с таким большим сердцем, что пожелать? Пожелать По русской здоровья. традиции счастья, здоровья. Здоровье самое главное, потому что мы видим здесь, какая тяжелая жизнь, как летом, так и зимой. Да. Лазить везде, техника ломается, надо пройти зимой 50 километров. И столько здоровья нужно для этого. И когда ты постоянно находишься в таком переживании за своих близких, за своих оленей, да, ты портишь свое здоровье. Так что да, крепкого здоровья, как якутский алмаз, как любят у нас желать. Крепкого, да. Да, и хороших взаимоотношений с родными и близкими. И для Бану я желаю больших успехов. И все-таки да, может быть, успехов в блогинге. Да, успехов в блогинге, успехов на ютубе. Да, больше просмотров. Да. Охотникам больше добычи. Просмотры, добыча, ягоды. Хорошая погода, меньше пожаров. Ну вот я могу только присоединиться к тому, что уже сказала Нарьяна. Единственное, что хорошего здоровья и хорошего будущего, потому что я уверен, что вот у подростков особенно, я думаю, очень хорошее будущее. Я хотел бы, чтобы они, несмотря на то, что, вот я сейчас как бы говорил, с тем же самым Самсоном, например, да, он хочет идти по промышленной линии, но чтобы подростки тоже не забывали культуру, не забывали, так сказать, свои корни, чтобы они продолжали приезжать сюда, работать здесь. И, разумеется, хотелось бы пожелать всех и всяческих успехов Бану и вообще КМНС общинам в принципе в их попытках налаживания рабочей инфраструктуры с государством и с обществом в принципе. Это очень важно для того, чтобы как раз бороться с глобальным потеплением, с такими вещами, чтобы сюда опять же приходила медицина, чтобы была более, так сказать, продвинутая медицинская помощь для здоровья, потому что нужно строить инфраструктуру, и это нужно требовать, конечно, от государства. Нужно, чтобы государство строило более надежные, более продвинутые инфраструктуры для того, чтобы обеспечивать хорошую жизнь здесь. Ну и да, также напоследок хочу пожелать Елисею очень-очень счастливого будущего, чтобы он в благодарность своей маме, своему дедушке стал прекрасным, добрым, заботливым человеком. Ну а что еще желать? Да. Самое главное, чтобы он был счастливый и здоровый. Dear comrades, do not worry about the insects. There are no insects here. They not. Ой, короче, меня попросили отдельно записать, сказать, что здесь нету проблем с насекомыми. И действительно. Что значит сказать? Ну да. Что значит сказать правду? Что значит сказать? Сказать правду. Я думала так, оленеводы, таежно-тундровая горная местность, но здесь нет тундры, места сухие, местность больше таежная, свежий воздух, горы, ветер. Относительно центральной Якутии насекомых меньше процентов на 90. Да здесь меньше, чем в этой европейской России. Где угодно, да. Да. И в дневное время ты вообще даже не беспокоишься. Да. Это совершенно потрясающе. Тебе не нужно ничего таскать с собой. У меня штук 5, наверное, разных, причем разных брендов. Я специально купил несколько разных, и в итоге не пригодилось совершенно.
Да, Ну, да. И да. потому что у себя, когда я езжу в деревню, когда мы ездим в деревню моей бабушки и отца, тьма комаров, Мгм. даже в Якутске на даче, Мгм. ты выходишь в огород и все, тьма, Покрывает, и да. ничего не помогает. Причем здесь все-таки да, в горах такой воздух, думаю, сильный, Да-да-да. ветер. Не, здесь вообще, вот если вы живете где-нибудь там в Москве и думаете, ой, а не приехать ли мне в Якутию посмотреть на, так сказать, вдохновиться каналом, как канал называется, «Жизнь Ивенко»? Дневник Ивенко. Дневник Ивенко. Вот. Вдохновились этим каналом, ну, не приехать ли мне, и вот вы волнуетесь, что будет плохая погода, что будут тяжелые условия, будет мошкара, вот как бы в Якутске, может, есть эти проблемы, что там, да, там есть мошкара, очень много мошки. Пожары, да. Здесь в Алдане, ну, здесь курорт абсолютно, здесь вот как какая-то Ницца или там Ривьера, да. Я говорю как человек, который хорошо поездил по миру, здесь действительно совершенно великолепный климат, в котором очень приятно жить. Тут достаточно влажно, достаточно сухо, так сказать, да, то есть идеальный вот этот баланс. Здесь нету мошки, здесь прекрасная природа, тут все цветет, цветы, растения, все на свете, куча интересных животных. И среди них есть, конечно, животные, которые могут вас съесть, но для этого вот надо связываться с людьми, которые ходят по лесу с винтовками. Да. Вот так вот. Так что не бойтесь мошкары.